Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Сфера строительства в Якутии развивается активно. Вот каковы итоги работы в 2023 году, а также о планах на текущий год, в том числе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Жилье». Гость в студии Виктор Романов, министр строительства Республики Саха-Якутия. Виктор Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот достигнуты ли показатели по строительству в 2023 году, в частности по объему введенного жилья? Да, у нас плановые показатели в 2023 году по региональному проекту «Жилье», нацпроекту «Жилье и городская среда» составляли 650 тысяч квадратных метров. Из них особое внимание федеральным центром уделяется на многоквартирное жилье, 315 тысяч плановые показатели. Но мы эти плановые показатели перевыполнили. По итогам ввода жилья в 2023 году у нас введено в эксплуатацию 705 тысяч квадратных метров жилья, из них многоквартирное жилье 315, а все остальное ИЖС, получается у нас ИЖС введено значительно больше, чем мы планировали. По Дальневосточному федеральному округу мы занимаем второе место после Приморского края, за нами идет Хабаровский край, поэтому у нас, могу сказать, что в 2023 году ввод жилья с хорошими показателями. Вот какой план стоит на это 2024 год? На 2024 год у нас плановые показатели выше, чем в 2023 году, да, 690. Но если мы говорим 2023 год, 700 уже, да, планку выполнили. Мы сейчас видим, что будем стремиться к не менее того, что было в 2023 году. Но особое внимание будет тоже многоквартирному жилищному фонду. Мы постараемся объем многоквартирного жилищного фонда немножко увеличить. В текущем году. Да. Ну, учитывая результаты, конечно, планы будут расти и увеличиваться в любом случае. Федеральный центр просит, потому что, показатели многоквартирного жилья, они отражаются на очень многие показатели экономики. Ну, строительство, зарплата, производство материалов и так далее. Поэтому это очень важный показатель. Ну, вот за счет чего наращиваются темпы строительства, да, и ввода жилья? Вот какие льготные программы действуют для жителей вообще на территории Якутии? У нас наращивание темпов идет в основном, да, это сейчас акцент идет на комплексное развитие территорий. Это в основном у нас в городе Якутске работает, да, это когда по-простому берется большой квартал и правительством республики принимается решение, что здесь будет КРТ, и через определенного оператора реализуется КРТ. Там решаются вопросы инфраструктуры, социальной, то есть дороги, поликлиники, больницы, школы, садики и инженерная инфраструктура, да, вот все в комплексе решается, и плюс самое положительное это расселение решается. Но и стимулятором для того, чтобы такие объемы жилья строились, естественно, является это у нас государственные меры поддержки льготной ипотеки, то, что у нас на федеральном уровне в свое время были приняты. И здесь, республика тоже занимает достаточно такое высокое место на Дальневосточном федеральном округе. Это у нас второе место тоже после Приморского края, да, по объему выданных ипотечных кредитов, в том числе по льготным программам, это у нас дальневосточная ипотека. Здесь у нас уже могу сказать, что с начала года, с начала работы этой программы у нас уже получили 21 тысяча семей по Якутии. Сумма уже перевалила за 100 миллиардов рублей. И из них где-то примерно треть, 30% это на индивидуальное жилищное строительство. Поэтому такие достаточные объемы, они стимулируют как раз строительство ИЖС и возможность застройщикам своевременно реализовывать квартиры, ну и тем самым вводить многоквартирное жилье. Ну вот если говорить об эффективности программ, да, насколько они эффективны, ну и вообще планируется ли их продолжение? Да, у них у нас несколько программ. Сельская ипотека, дальневосточная ипотека, семейная ипотека, да, разные условия участия. Где-то первоначальный взнос больше, где-то чуть меньше, где-то процент больше, да, но в целом они все имеют льготную ставку, и все эти повышения ключевой ставки, да, у нас по стране это очень выгодно молодым семьям особенно, да, чтобы приобрести свой жилищный фонд. Но здесь
на федеральном уровне немножко преобразования будут все равно, да, это преобразование будет, но как бы, ну, я думаю, для дальневосточных федеральных округов, вот в федеральном правительстве они приняли, что дальневосточная ипотека, она будет сохраняться. Поэтому, как бы, ну... Ну, ожидаем сохранения программы. Да, В любом случае, может быть, и немножко видоизменяться, но да, в целом они чуть-чуть сохранятся. там в условия, любом может быть, случае. чуть поменяется, но оно будет работать. Ну вот, что касается, да, расселения из аварийного жилфонда, как продвигается программа расселения, сколько домов расселено? У нас действующая программа охватывает очень большой объем. Это вот аварийный жилищный фонд, признанный до 1 января 2017 года. Общий объем расселения, который мы должны решить, это 1 100 000 квадратных метров аварийного жилья. На сегодня больше половины расселено. Это примерно охват 60 000 граждан нашей республики. Программа должна завершиться до конца 2025 года, 1 сентября 2025 года. Сейчас вот ведется строительство во многих, почти большинстве наших районов республики жилье, где-то на вторичном рынке приобретается, где-то выплатами, да, делается, то есть как бы программа реализуется. Но эта программа решает вопрос аварийного жилья, признанного до 1 января 2017 года. Вот вы в курсе, наверное, недавно, что президентом Российской Федерации было как бы, ну, рассмотрено это развитие субъектов, да, это наших и городов, где правительству Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным поручено принять конкретный план мероприятий и дорожную карту по расселению аварийного жилищного фонда, признанного до 1 сентября 2023 года, то есть прошлый год, по якутской агломерации. Ну, по сути, грубо говоря, по городскому округу, город Якутск. Здесь тоже очень большой объем. Это порядка там 927 многоквартирных домов, площадь более 400 000 квадратных метров аварийного жилищного фонда. И эта дорожная карта должна предусматривать, что мы вот этот весь аварийный жилищный фонд расселим до 30 года. То есть это как бы без остановки, если мы сейчас до 1 января 2017 года дома уже по городу Якутска решили, часть начали решать по КРТ, уже по действующим программам, да, а получается допом еще начнет работать вот эта программа до 30 года. И как бы мы надеемся, что вот эти все 900 деревянных аварийных многоквартирных домов мы сможем расселить вот до 30 года. Ну, может быть, даже раньше, если вдруг да, ну, темпы будут ускорены, конечно, как мы да? в дорожной карте заложим. И, естественно, там способ КРТ, он остается основным, то есть будут поддерживаться программы комплексного развития территорий, как раз таки вот большие квартала, и по ним эти вопросы будут решаться. Ну вот вы озвучили, да, кстати, микрорайон спортивный, у нас появится новый абсолютно микрорайон. Вот расскажите, как там обстоят дела? Да, этот микрорайон спортивный – это один из таких больших у нас кварталов, в которых начала реализовываться программа КРТ. Мы здесь параллельно для того, чтобы решить вопросы, связанные с социальной инфраструктурой, привлекли казначейские кредиты. Сейчас будет строиться детский сад, будет строиться спортивный зал, да, универсальный. И по строительству жилья уже начаты первые дома. Начали с квартала 2Б, ну, спортивный, он охватывает очень много кварталов, в народе называется 17-й квартал. Да? И здесь вот дома начаты в прошлом году, первые дома под расселение попадают, это у нас 10-11 домов, по 3 вот на детский сад, на спортивный комплекс и вот на жилые дома. И в 2025 году уже, вот, как сказать, первые 2 дома, многоквартирных дома уже на где-то 27 000 квадратных метров, ну, площадь этих домов, будут введены в 2025 году. И это начало уже вот очередь за очередью мы должны реализовывать эти проекты. Вопросов много по инженерной инфраструктуре, потому что, чтобы объединить все в комплексе и сразу же, как сказать, под весь квартал сделать эффективно, так сказать, да, уже со соответствующими коридорами и так далее, чтобы друг другу не мешались, сейчас делается вот, ну, исследовательская работа ресурсно-снабжающими организациями. И в скором времени закончат, и я думаю, как говорится, и уже
уже будет понятно и по инженерной инфраструктуре. К этому развитию мы готовились давно. Вот и Якутская ГРЭС, она поэтапно каждый год модернизирует свои вот эти сети, да, увеличивает пропускную способность. Это все делается для того, чтобы в будущем была возможность подключить к сетям инженерное обеспечение этого квартала. Ну, это такой интересный проект, можно сказать, новый для Якутии, да, по комплексному развитию, если говорить, да? Получается, совершенно уникальный микрорайон. Вот расскажите, какие у него будут особенности? Ну, как сказать, квартальная застройка, инженерное обеспечение, как я сказал, уже вот по заранее предусмотренным коридорам, жилищный фонд, социальная инфраструктура, решение вопросов по дорогам, как сказать, ну и самое главное, это вот комфортная среда, архитектурный облик, вот это тоже немаловажный фактор, который он будет в составе квартала решаться. Ну, не как точечная застройка, а в комплексном развитии. Также есть у нас, вот, если говорить про КРТ, да, это у нас это же какой, не единственный проект, да, а первоначальный проект был микрорайон Звездный, который на сегодня уже полноценно реализовывается, да, очередями вводится. Вот спортивный, 31-й квартал, есть в ближайшее время вот КРТ по озеро, это вот Сайсары, да, озеро вот Сайсары, вот рядом с ним квартала 93-й, 94-й. Также еще у города Якутска есть ряд проектов, которые будут реализовываться в рамках вот развития комплексное развитие территории. И я думаю, что данные программы, они получат поддержку, потому что вот за последние годы мы получили с федерального центра достаточно большой объем федеральной поддержки на инфраструктуру. То есть, как бы, когда ты решаешь в комплексе инженерную инфраструктуру, и это не отражается на конечной стоимости объекта, ну, чуть-чуть, как бы, ну, решает проблемные вопросы. Это очень положительно и влияет на скорость, и положительно влияет на реализацию этих проектов. А вот если говорить в целом, да, у нас вообще в Якутске хватает ли жилья, да, как говорится, по спросу, есть ли предложение? Как я сказал, вот льготная ипотека, она достаточно стимулирует спрос. Если сравнивать, допустим, ну, предыдущими периодами, там, 6-летней, 7-летней давности, да, объемы многоквартирного жилья, они примерно схожи с этими годами. То есть, как бы 315 это было 7-8 лет назад. Но был в последнее время спад. Если мы сравниваем 2022 год, в 2022 году у нас было практически до 200 тысяч, 190 с чем-то тысяч этих квадратных метров жилья. А если мы говорим 2023 год, это 315 тысяч, это получается больше 1,5 раз мы увеличили ввод многоквартирного жилья. Естественно, это стимулирует спрос. Но мы видим, что у нас стоимость квадратного метра в любом случае она остается достаточно высокой. Да? Ну, это ряд причин вот, действия вот, как раз-таки вот, широкого применения льготных программ ипотеки. Но к этому вот как раз-таки вот квартала комплексное развитие территории, они должны предложение увеличить, да, соответственно, мы должны достигнуть некого баланса для того, чтобы бесконечно не увеличивать стоимость квадратного метра. Ну что ж, Виктор Дмитриевич, темпы заданы высокие, строительство продвигается, желаем выполнения всех поставленных планов, ну и, конечно же, дальнейшего развития и процветания нашему городу. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.